Татарстан вышел в финал песенного конкурса «Тюрквижн». Накануне вечером в Казани прошел полуфинал самого грандиозного музыкального шоу тюркского мира. 25 исполнителей боролись за билет в финал, однако по условиям прошла лишь половина. Члены жюри встали перед непростым выбором. Все участники были достойны победы. Каждый удивлял по-своему. Убедились в этом и 300 миллионов зрителей мира. Трансляция шла на 38 каналах. В атмосферу праздника песни окунулась Элисан Сабирова. В этот вечер Казань зажгла не только полуфиналистов «Тюрквижн», но и весь мир. Транслировали 38 каналов и лицезрели 300 миллионов человек. Еще несколько тысяч на трибунах Татнефть-арены. Культурная столица тюркского мира Казань встретила участников музыкой из песни «Эпипя», «Вополе береза стояла» и «Родной язык». Как и обещали организаторы, шоу с элементами цирка «Дю Солей». Над сценой парили артисты. А сама сцена, оформление которой до последнего хранили в тайне, была оформлена с включением татарского и турецкого орнаментов. Гордимся, что проводим этот прекрасный конкурс в городе Казань, культурной столице тюркского мира. И от имени организаторов благодарим татарский народ, всех татарстанцев за оказанную помощь в проведении этого конкурса. Уже с первым выходом стало ясно, песенный поединок будет жарким и ярким. Оценивали участников не только по выступлениям, но и по любви к чтению. Главной темой была книга. До выступления все участники проходили через специальную библиотеку, а потом в видеоролике говорили о любимом произведении. Я желаю тебе, чтобы первое место всегда сопутствовало вместе с тобой. Каждый участник в этот вечер удивлял и завоевывал любовь жюри по-своему. Так, представительница Туркменистана Зулиха Какаева вышла в костюме весом 36 килограммов. Дуэт из Грузии в белом пели про одиночество. Кыргызстан показал людей в масках. Национальный колорит преподнесли в современной обертке. Танцем иракского исполнителя поддержала казанская девушка Анна. В буквальном смысле зажгли иранские рокеры выступлением в стиле фолк-рок. При всем темпераменте творчества солист группы рассказал о любви к творчеству Паула Коэльо. До сцены «Тюрквижн» татарстанского исполнителя Айдара Сулейманова довела любовь к сборнику татарских народных песен. Слова песни написал также народный поэт Ренат Харис, а музыку Ильмир Низамов. Айдар коней оседлал прямо на сцене. Петь живую и на языке тюркских народов – главный критерий конкурса. Каждый участник выступал на родном языке. Так, татарский прозвучал дважды во время выступления Айдара Сулейманова и московской группы. Немало выступлений было на турецком. Это и понятно. Так, к примеру, исполнители из Боснии и Герцеговины, Германии, Македонии, представители турецкой диаспоры. Россию представляли сразу 7 исполнителей из Татарстана, Москвы, Башкортостана, Саха-Якутии, Крыма, Кабардино-Балкарии и Тувы. Кстати, он и стал темной лошадкой. О его участии узнали буквально за день до полуфинала. Угодить всем 25 членам жюри, конечно, не удалось бы, но в случае необъективности на ход могли повлиять наблюдатели. Томить зрителей долго не стали. Члены жюри свой вердикт огласили сразу. В финал с наибольшими баллами вышли исполнители из Казахстана, Москвы, Турции, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, Башкортостана, Узбекистана, Крыма, Ирана, Македонии, Кыргызстана и Татарстана. Айдар Сулейманов показал наилучший результат – 223 балла. Очень сильно волновался. Спасибо Татарстану, Казани. Без их поддержки бы ничего не было. Очень теплый зал, очень круто, что именно в наших стенах это все происходит. Я сегодня весь день плачу. И смеюсь, плачу и смеюсь, да. Вообще, море впечатлений. И я такая сентиментальная, и мы рады. Эмоции сейчас зашкаливают, самые положительные, естественно. Вот. И самые яркие впечатления от полуфинала. На самом деле потрясающее шоу, и впереди ожидает еще более яркое. Я очень довольна, все как-то очень стабильно, хорошо. И самое главное – с настроением, потому что было истинное настроение в конкурсе. С теми же номерами они выступят и на финале, который пройдет уже завтра. Элисан Сабирова, Игорь Романов, столица.